Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное заранее спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии и за вашу помощь моему каналу. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой будет ваша жизнь через полгода? Что у вас будет в делах, в работе, с деньгами, в отношениях? Кому эта тема интересна, кто не боится узнать о своем будущем, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой будет моя жизнь через полгода? Что ждет меня в делах, в работе, в отношениях, в финансах, в личной жизни, да? Что со мной случится, что со мной произойдет? Если вы настроились, я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, какой будет жизнь всех тех, кто зашел на мое гадание через полгода. Какой будет ваша жизнь через полгода? Так, ой, ну тут событий много. Тут много событий, и все события очень интересные. Сразу скажу всем, кто смотрит. Здесь однозначно главный рисунок у меня идет — это счастье. Счастье, счастливые, хорошие, не знаю, отношения, например, с партнером, либо в семье, либо с людьми вокруг. То есть человек, вот здесь самая главная картинка — это один человек. Человек, вот, ну, это такой, знаете, волк, который стал вот в такую позу, да, вот, ну, не знаю, гордая эта поза, как она называется правильно, да, в такую боевую позу, когда он доволен собой. Вот видите, ушко волка, вот носик, вот он такой стоит, да, то есть хвост у него не поднят там в таком боевом настроении, наоборот, вот он спокоен, он смотрит на свою жизнь, он доволен, ну, она, да, а здесь как бы в турецкой мифологии главное, в тюркской даже мифологии, да, главное существо — это волчица, это вот наподобие истории, а может быть, это она и есть, просто немножечко переигранная, Ромула и Рема, да, когда именно волк является прародителем и основателем тюркских народов. Понимаете, это самый прекрасный знак, который можно увидеть на песке. Да и вообще, вот кто в Турции был, тот знает, да, здесь очень много людей, которые называют себя бускурт, серые волки. Это такое движение националистическое немножечко, но тем не менее, да, люди себя идентифицируют, извините, не могу выговорить, именно ну, как корни, да, тюркские, да, что мы все братья, что мы все вскормлены одной мамой, да. Вот, так что момент такой. У вас этот знак вышел, он вышел сразу, он вышел почти в центре. И мне это говорит о том, что буквально еще немножечко времени, да, не полгода, а год, и ваша жизнь, ваше состояние просто зайдут в зенит. Вы будете чувствовать себя, ну, просто на вершине мира. Вы через полгода, вы уже почти буквально там в шаге от этого момента, от момента полного счастья и удовлетворенности от своей жизни. Знак очень хороший. Я этот знак очень люблю. На практике он уже у меня отработан. Всегда это позитив, всегда это очень хорошая, положительная и энергетика, и состояние человека. Да, конечно, это гадание общее, но, мои дорогие, вы же не случайно попали на мой канал. На моем канале выходит несколько видео в день, а вы попали именно на это, значит, вы должны были это увидеть, услышать и узнать. Так,
Что я еще хочу вам сказать? Через полгода я вижу, что решится какой-то важный вопрос. Важный вопрос, который мешал вам, который обузой был, который вот прям, знаете, как сковывал вас и по рукам, и ногам. То есть как-то трудно, прям дышать трудно. Знаете, это может быть связано с какими-то тяжелыми состояниями по здоровью. Это может быть связано с тяжелыми состояниями по ресурсным вопросам. Да, может быть, какие-то кредиты серьезные, плачевное состояние денежная, да, вот жизнь какая-то полная лишений, да, безрадостная, возможно, тяжелые отношения. Вот это все вот могло вас тяготить, да, и тяготит вас сейчас. Через полгода это все решится. По крайней мере, вы четко будете понимать, как это все закончить. И вам будет очень от этого легко. Просто захочется петь, летать и красоваться. Понимаете, вот такой момент происходит. Здесь цифра 4. Цифра 4 мне говорит о том, что через 4 периода времени, 4 недели, 4 месяца, вы уже будете просто на правильном пути, на правильной дороге двигаться к своей цели. Цель — это счастье, цель — это ресурсная, хорошая жизнь и плюс понятные и стабильные отношения. У кого-то, вот смотрите, 2 человека, мужчина держит женщину, они как будто бы в танце, да, они как будто бы танцуют. Между ними может быть страсть, а может быть и какие-то вот ревностные, болезненные отношения. А они как бы в танце, да, то есть они с друг другом ведут какую-то игру, да, на такой момент. Вот это закончится. Момент игры закончится и будет прояснение. У кого-то вы вдвоем дальше пойдете по жизни. 2 счастливых человека, причем вы мне тут зайчиками вышли. Зайчиками, ну понятно, да? Это будет и семья, и детки. А здесь, кстати, буква А. Вот идет у вас А, либо это инициал, либо это название чего-то, вот какая-то знаковая буква для вас идет. Либо 2 человека, они как 2 тени станут, да, они разойдутся. Ну, по крайней мере, знаете, будет четко и понятно, да, что в отношениях происходит, к чему мы движемся. И знаете, я не вижу, что если вы разойдетесь, что вы расстанетесь. Вы останетесь друзьями, вы останетесь приятелями. То есть это не будет болезненный разрыв, развод, расход. Это будет вот просто какое-то правильное решение. Ну, а те, кто соединятся, ну, тут, конечно, у вас прям через год, да, вот как вы соединяетесь, вот вы оба говорите, что хотим быть вместе, счастья, любви хотим, через год у вас рождается уже ребеночек. Кстати, может быть, вы его на букву А назовете, вашего ребеночка. Вот такой момент происходит, что 2 зайчика, и будет ребеночек у них. Если, например, вы уже не в том возрасте, когда детки бывают, да, либо вам вообще, в принципе, это не актуально, то тогда что-то вы вместе создаете. Либо переезжаете куда-то, либо там вместе квартиру купите, дом построите, не знаю, бизнес откроете. Что-то совместное вы делаете, тоже, может, кстати, будет связано с буквой А. Этот момент у вас очень четко идет. Так, момент каких-то неприятностей, связанных с работой, на работе, не знаю. То есть вот какой-то момент каких-то мрачных теней, да, вот вроде на работе все хорошо, вроде проблем нет, да, но что-то не имется, мне не имется на этом месте, то ли не чувствую себя реализованной, то ли не чувствую, что хорошо платят, то ли не чувствую, что ко мне хорошо относятся, да, какие-то вот подводные камушки есть, и вы поймете, в чем тут дело. Кто-то поймет, что работа не его, и в целом будет менять всю свою вот жизнь, да, все свое отношение к этой отрасли даже, где вы работаете. Возможно, вы даже, в принципе, поменяете даже и отрасль, да, в другое направление уйдете с головой. А кто-то вот скажет, что все, хватит сидеть на одном месте, попу греть, я хочу двигаться вперед, хочу добиваться. И человек вот через, знаете, как через терник к звездам пойдет. То есть может быть какое-то дополнительное обучение, может быть какие-то навыки, какие-то сертификаты, не знаю, что-то вы будете вот именно работать, очень тяжело работать для того, чтобы добиться вот такого хорошего звездного, прям звездного положения идет, потому что звезда очень яркая. То есть у вас через полгода, вот я не могу сказать, что все там станут топ-менеджерами, откроют свой бизнес, но то, что человек через полгода будет уже стоять вот прямо на пороге своего счастья, своего будущего, как я вам говорила, да, по этому волку, у вас тут, понимаете, вот такое маленькое расстояние, буквально в 1 шаг. То есть это уже будет четкое понимание, что я делаю, куда иду, чего я добьюсь. И это тоже замечательно, понимаете, замечательно.
Так, еще через полгода, смотрите, здесь какой-то квартирный вопрос у меня идет. Квартирный вопрос, ну, я не знаю, то ли вас откуда-то будут выгонять, то ли вы хотите поменять, что-то купить, либо продать. То есть именно связанный с жильем вопрос. Этот вопрос решится. Решится он благодаря тому, что вы, первый момент, не спешите. Второй момент, это то, что... А это ваша судьба. Понимаете, от судьбы не уйдешь. То есть, смотрите, если вы спешите, если вы там гоните, нагоняете, то ну, вы там по лбу пару раз получите, да, и на ту же попу сядете. То есть, когда придет ваше время, все сложится так, как надо, потому что вас ведут в каком-то определенном направлении. Да? И если, например, вы продаете, да, вы не покупатель, вы продавец, то то же самое, ваш клиент вас еще найдет. Да? Не спешите, потому что как поспешишь, людей насмешишь. Да? То есть либо сделка будет несостоятельная, не дай бог, либо еще что-то произойдет нехорошее. Не надо спешить. Все идет своим чередом. Так, здесь я вижу у вас еще медвежонка. Медвежонок — это очень, кстати, сильный тотемный знак. Кто там, например, склонен к эзотерике, к магии, вот у всех у нас медвежонки есть. Этот медвежонок, он идет вот именно как духовный, да? Он не в песке опечатался, да, песок его разграничил. То есть, смотрите, у вас будет момент, когда вам помогут ваши духи вашего рода и ваш ангел. То есть однозначно здесь именно идет помощь свыше, причем это будет связано с какой-то дорогой. Это будет дорога, и в этой дороге как будто бы вы с ребенком, либо там будет женщина с ребенком. То есть какая-то вот дорога сложная, вот реально очень сложная. Может, страшная будет, может, даже где-то опасная. Но, честно скажу, вас просто спасут, сохранят и уберегут. Вот этот момент, может, это не у всех отыграется, но тем не менее, я вижу, вот именно тотем вас спасает. Вот этот медведь вас спасает. Не только вас, кстати, вот с вами, вот я не знаю, с вами еще несколько человек. А вот всех спасают. И это вот с дорогой. Дорога в дороге, что-то с дорогой связано. На дороге, может быть. То есть момент с дорогами. Поверите вы в чудеса, понимаете, вы потом внукам своим будете рассказывать о этом чудесном случае, о том, как высшие силы помогают людям, простым земным людям. То есть здесь в корне ваше мировоззрение поменяется. И знаете, после этого вы станете намного сильнее и намного вот увереннее в жизни и увереннее в будущем. То есть, знаете, как бы все мы, да, живем, кто-то верит, кто-то не верит, кто-то знает, кто-то вообще от всего открещивается. Когда у человека есть вера, проще, вот намного проще жить, потому что есть на кого надеяться, есть кого верить. А человек без веры, уж понимаете, это просто пустота, это крах, и безверие никого еще счастливым не сделало. Здесь, смотрите, еще есть такая ситуация достаточно интересная. Эта ситуация связана с людьми вокруг вас. У вас через полгода будет два товарища, два друга, две подруги. Люди, которые, не знаю, один человек как будто бы вам дает, а второй человек как будто бы у вас берет. То есть кому-то вы будете очень сильно помогать, а кто-то будет помогать вам. То есть, не знаю, то есть как бы люди в каком-то тандеме работают. То есть через вас будут проходить, да, либо ресурсы, либо возможности. Знаете, в этом ничего плохого нет. И стесняться этого не надо. Если, как знаете, есть такая пословица: дают — бери, бьют — беги. Вот, если вам будут давать, не стесняйтесь, берите. Потому что человек, который будет давать, у него, поверьте, у него очень много. И неважно чего, ресурсов, любви, улыбок, да, то есть вам дают от чистого сердца. И поверьте, там счет вам потом не выставят, такого не будет. А тот человек, которому вы помогаете, ну, как бы тоже винить этого человека не надо, и не нужно там потом ему тоже в глаза там кидать, что вот, дескать, я там тебе помогала, верни обратно, да, благодарность покажи мне. Вот этого тоже нельзя делать. Поверьте, чем больше, например, вы будете помогать кому-то, тем больше будут помогать вам. То есть тут такой вот закон, да, законная связь идет. Круг такой, знаете, вот он просто замыкается.
То есть вам как будто бы с излишком дают, да, а вы этот излишек переотдаете. Это нормально, это хорошо, это законно. Не переживайте, не сомневайтесь и не стесняйтесь, потому что я вижу такой момент, что вы можете постесняться, сказать: ух, и так уже меня там закормили, да, не надо мне больше, не надо отказываться, потому что вы человека можете обидеть. А человек, кстати, очень такой, знаете, либо это человек сам по себе очень знатный, статусный, покровитель, да, либо этот человек может в будущем вас с кем-то либо свести, либо познакомить. Через этого человека будет покровительство, а вот как раз в будущем очень-очень вам понадобится. Знаете, я вижу, что у вас вот через полгода, серьезно, вы жизнь свою меняете, вы обрастаете нужными связями, какими-то важными знакомствами. Здесь, кстати, у кого-то вообще новый человек для любви, для брака. Вот смотрите, какой идет новый человек, он с чашей в руках идет, человек по судьбе, человек, который может вам счастье сделать, подарить вам это счастье. И знаете, он вообще не похож на того человека, который был. Вот человек из прошлого однозначно уходит. То есть тот человек, который сейчас, который там мучил, обижал и прочее, вот он разворачивается и уходит, как говорится, на все 4 стороны. А новый человек вот с чашей любви в вашу жизнь входит. Такой момент я тоже вижу. Так. Ну, в целом, мои дорогие, здесь все прекрасно. Вот здесь, смотрите, через полгода вы посадите зернышко, вернее, сейчас вот где-то буквально там месяц пройдет, вы посадите зернышко, и через полгода вы будете видеть и листочек, и бутончик, и вот будете любоваться на этот прекрасный, да, цветок, да, и ждать, пока он расцветет, пока бутончик расцветет. Вот такой момент у вас происходит. Через полгода вы полны энтузиазма, энергии, хорошего здоровья, у вас предчувствие, что все, вот она, жизнь моя меняется, и теперь впереди только счастье, только удовольствие и только самое-самое хорошее. Вот такое я у вас увидела на песочке. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.